Рустам Фаизович бүгін біздің көрнекті ғалиміміз, ғұмыр бойы мұнда Мәскеуде туған, ғұмыр бойы 83 yaşқа қадар дерлік Мәскеуде яшаған зор ғалиміміз профессор Абдулхан Абдрахманович Ахтамзянны еске алу тілегі білән жиылдық. Ол Benim hatırda onun 80 yıllığın 9 yıllık nişik ütkərdik aktomsali ide Mdimoda. O vakıttan birli hazırga kadar oytaq vakıt ütken. O bizning zor galimimiz. Bu bizning jilışımızını birge jiliş onun turunda başlap jiberu İmam Hazretinin sözünden bulurga tiyişti bölüm. Kadarlı kardeşler, келу bizge hem şu meclisini açabız, kıskagına dua okuyubuz. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme enzilna munzilan mübareken ve ente hayrul munzilin. Rabbena atina fid dunya haseneh ve fil ahireti haseneh ve qina azaban nar bi rahmetike ya erhamur rahimin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed وعلى آله وصحبه وسلم. Я сегодня до нашей встречи имел беседу с уважаемыми здесь людьми, и мы пришли к выводу о том, что такое положение сегодняшних татар таково, что мы, к сожалению, ассимилируемся в этом городе, в этой стране, и причина этого того, что старшее поколение, нынешнее поколение и молодежь в их воспитании, в их нравственном, скажем так, положении убрана очень важная составляющая роль, это роль религии ислам. И каждый человек, каждый совершеннолетний человек должен знать, что религия ислам это не религия новая или какая-то молодая. Религия ислам это религия всех пророков и посланников от Адама алейхиссалям до последнего пророка Мухаммада шаллаллаху алейхи вассалям. Религия ислам учит добру, миру и справедливости. Религия ислам это чистота внешняя и чистота внутренняя. Но и самое главное в исламе нужно знать о чем, что есть только один Аллах субхану ва тааля, который не похож ни на кого и ни на что. Ни күз алына китермесең, Аллах тааля шунарга ышамый. Бер нәрсәгә дә, бер нигә дә мохтаҗ түгел. То есть Аллах, Он существует и не похож ни на кого и ни на что. Аллаху не присуще занимать какое-то место в этом пространстве, не окружает Аллаха ни одно из 6 направлений, которые нас окружают. Аллаху не присуще место, направление, время. Аллаху не присуще ничто из того, что присуще созданным, как нам с вами, как, например, тело, органы, нужда в еде, в отдыхе или в сне. Аллах, субхану ва тааля, повелел каждому человеку верить в Аллаха и признавать пророка Мухаммада шаллаллаху алейхи вассалям, а также всех пророков, которые были до него, пророками и посланниками. И, конечно же, наше спасение в том, чтобы мы до конца наших дней держали эту религию и не позволяли нашим сердцам, нашим словам и нашим действиям делать то, чтобы выводило нас из религии ислам. Поэтому мы видим, я как председатель местной религиозной организации, мы видим в том числе и спасение татарского народа, его целостность, его, скажем так, идентичность от всех тех людей, от всех тех народов, которые нас окружают, это сохранение религиозных ценностей на основе учения нашего пророка Мухаммада шаллаллаху алейхи вассалям. И он говорил: «Толибуль айлм фаридатун аля кулли муслим». Стремление к знаниям – это обязанность каждого мусульманина. Стремление знанием познать, кто такой Создатель и пророк Мухаммад шаллаллаху алейхи вассалям. Я встретился с последним послом Германской Демократической Республики в Шри-Ланке. И он оказался, я хотел у него спросить, какие там связи с Шри-Ланкой. Говорит, нет, целый час мы поговорили об Ахтамзяне, потому что он, будучи аспирантом, его аспирантом, защитил кандидатскую диссертацию. Он мне сказал, немец говорит, профессор Ахтамзян
знает научные термины на немецком языке значительно лучше, чем немецкие ученые. Вот оценка Ахтамзяна знания его немецкого языка. Это был действительно выдающийся ученый с мировым именем. Его книги, научные трактаты, монографии находятся в библиотеке Бундестага и в Вашингтоне, в библиотеке Конгресса. Его знали, по крайней мере, во многих европейских странах, где он читал лекции на немецком языке в Австрии, в городах Германии, Финляндии, Амстердаме. И все его с вниманием слушали и нередко считали, что это немецкий ученый. Вот каким был выдающийся ученый. Я его знал более полвека. Когда я был студентом МГИМО, он был аспирантом. Читал нам, проводил семинары МГИМО. Очень интересно, очень было интересно ее слушать. Многие считали, мои сокурсники, что Ахтамзян это армянин. Армянин, кончается Ахтамзян, все это прочее. Он и был немного похож на армянина. Ну, я-то знал, что он татарин. Я говорил об этом, все это прочее. Но, что интересно, когда я сдавал дипломатическую академию, вступительные экзамены, нам после 10 лет службы в разных странах можно было отдохнуть 2 года дипломатической академии. Меня принимал экзамены по истории международных отношений Чубарян. Он был специалист по Германии. Мне как раз попался германский вопрос отношения Германии с молодой Советской Республикой. Я рассказал: я чувствую, вы отлично знаете этот вопрос, видимо, хорошо читали мои труды о германско-российских отношениях. Я говорю: я прошу извинить, я ваши труды не читал, я читал труды Ахтамзяна. Он немного, так сказать, другую позу занял, но тем не менее 5 поставил, уже нельзя было заново переделать. Ахтамзян действительно был выдающийся ученый. У него было много названий. Заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный профессор, почетный профессор МГИМО, почетный академик Академии наук Татарстана и ряд других. Это был фундаментальный ученый, ученый по фундаментальным наукам, по истории международных отношений. Он изучал историю по архивам, по архивным данным. Это надо иметь особую усидчивость, сидеть часами за архивными документами, архивный секретный архив. Приехал в ФРГ, а там послом был его ученик Фалин. Сказал: господин Фалин, товарищ Фалин, устройте мне вот встречу, дайте мне возможность работать в архивах. Он устроил, он сделал все возможное, чтобы попасть в секретные архивы ФРГ. И все то, что написано Ахтамзяном, никто не может опровергнуть. Критиковать может. Могут критиковать то-то, 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 но опровергать практически невозможно. Свыше 10 монографий, свыше 400 научных статей в научных журналах. Вот 40, 50, 100 позиций, научных позиций Абдулхана Абдрахмановича. Абдулхан Абдрахманович не только был крупным ученым. Кстати, он написал почти многие вопросы, связанные с историей МГИМО. Почти 40-50% статей и сообщений об истории МГИМО написано профессором Ахтамзяном. Вы знаете, это вообще читать его очень интересно. Одна из последних книг посвящена, так называется, воссоединению Германии. Последствия этого 400 страниц. Он там четко на основании данных разоблачает, каким образом мы быстро сдали ГДР ФРГ. Каким образом? Там есть данные со ссылкой на главнокомандующего, последнего главнокомандующего Советского Союза в ГДР,
что мы отдали во время воссоединения отдали немцам бесплатно Поле вывезли, да. в 777 городах около 32 296 зданий и помещений. Просто отдали из баланса на баланс. Это стоимость этих помещений была около 30 миллиардов марок. 30 миллиардов марок. Горбачев подписал, сдали нам 0. Вот мы проиграли. И он об этом пишет, совершенно со ссылкой на источник. Вот какой был Абдулхан Абдрахманович Ахтамзян, как выдающийся ученый. Абдулхан Абдрахманович был очень крупный общественный деятель. В 1995 году он создал татарское академическое общество. И до конца своей жизни проводил мероприятия. Действительно, это было тоже интересно. Вовлекал он нас всех для работы в этой организации. Вот позже, после его ухода, через год, ровно год тому назад, сидящий здесь Ренат Сабирджанов, мы с ним, идея была моя, а осуществил он. Мы сделали надпись, очень красивую надпись на одной из, в этом центре, татарском культурном центре. Там было написано «Татарское академическое общество имени профессора Абдулхана Абдрахмановича Ахтамзяна». Открывали эту надпись. Мы пригласили Рашида Абдрахмановича, пригласили внуков Абдулхана Абдрахмановича. Они снимали. А потом говорят, эта надпись исчезла. Вот наше отношение к своим выдающимся личностям. Не знаю, кому-то это было неинтересно, кому-то это... Мы должны думать о своих выдающихся людях. Не нужно, каким-то образом надо это восстановить. Вы знаете, вот недавно исполнилось 90 лет Евгению Максимовичу Примакову. Как отмечали там во всех средствах массовой информации. 90 лет. В будущем году будет 90 лет Ахтамзяну. Примакова выдвигали на разные должности, по необходимости, как бы так сказать, нужно было снять Козырова с поста министра иностранных дел, выдвинули Примакова, он 2 года посидел, а что он сделал за 2 года в министерстве? Ничего, год надо войти в курс дела, год выйти, а потом его назначили, когда нужно было снять Черномырдина, не удалось Черномырдина, назначили премьер-министром, тоже 2 года посидел, и все, ничего, а выдвигали. Абдулхан Абдрахманович ни на кого не надеялся, он сам трудился. Он был выдающийся ученый. Я просто хочу сказать, вот прочтите вот это, его книги, в частности, по истории МГИМО. К 70-летию истории МГИМО он написал, выпустил вместе с ректором, там написано, под руководством ректора Таркунова и профессора Ахтамзяна. Это издали книгу, блестящую книгу, называется «Научные школы МГИМО в лицах». Там 70 выдающихся ученых. Половина из них написана Ахтамзяном. Когда он мне вручил официально эту, я даже не знал, оказалось, и обо мне тоже 6 страниц. А Примаковой 2 страницы, 3 страницы в Арбате. Я просто был удивлен, в какой-то степени он мог все это написать. Я, конечно, весьма благодарен. Дело только не в этом. Абдулхан Абдрахманович был выдающийся общественный деятель российской, татарской общины здесь. Где бы он ни был, он выступал. Он призывал людей выступать. Он призывал людей работать. Мы должны именно помнить его таким образом. Вот здесь присутствует его брат Рашид Абдрахманович. Вот 10 декабря у него день рождения. Он, правда, был обижен, потому что в 1973 году у нас отец умер. И хоронили его в день рождения Джикая. 10 декабря похороны были. И он говорит, вот отец устроил мне подарок. Вот так получилось, что теперь делать? И вот 10 декабря будет день рождения его.
Спасибо, что вы все собрались помянуть его. Не смог прийти, заболел, плохо себя чувствует Хакимов. Они вместе с Хакимовым Книгу издали. издали книгу о советских военнопленных и о татарах. Те, которые были в концлагере татары, из них хотели сделать же легионы татарские. И они, чтобы выпустить эту книгу, ездили в Беларусь. Письмо Шаймиева до выпуска этой книги. Вот он прислал Ахтамзяну и Хакимову. Уважаемый Абдулхан Абдурахманович и Мансур Салхуддинович, позвольте выразить вам огромную благодарность за подаренную мне книгу «Никто не забыт» о наших бесстрашных соотечественниках, сражавшихся в партизанских отрядах Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Как и предполагалось, эта книга, созданная по вашей инициативе и с вашим участием, стала данью памяти поколения, завоевавшего Великую Победу. Это издание несет огромную научную и информационную ценность. Уверен, ваш труд будет востребован нынешним поколением. Он является особым подарком для всех нас в год празднования 70-летия Великой Победы. Пользуясь случаем, сообщаю Абдулхану Абдурахмановичу о том, что в недавней встрече президента Татарстана Рустама Минниханова с ректором МГИМО России Анатолием Таркуновым, в которой я принимал участие, был особо отмечен большой вклад профессора Абдулхана Ахтамзяна в успехи МГИМО. Желаю вам, достойным сыновьям татарского народа, крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и счастья. Из Геталяклер Валян Бентимир Шаймиев. Вот такое письмо. Вот он здесь вместе с Шаймиевым и Чингизом Айтматовым. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Кадерлы минем дин кардәшләрем, милләттәшләрем. Сезгә бик зур рәхмәтләрне әйтәбез. Сез килдегез. Ахтамҗан абыебызны сагынып, аны искә төшереп. Безнең Юлдыз Нуриевич, без анарга әйтәбез, начальник штаба, шиксез тирән казып, бөтен Ахтамҗанның гомерен сөйләп бирде безгә. Ул әйтте, что безнең в прошлом веке, дибез инде, 1997 елда собрались ученые. Ахтамҗан, Сагдеев, Гореев, Ниматуллиннар и другие выдающиеся ученые, всемирно известные ученые, Ибраил Гареп, алар уйлядылар да, и бу безнең татарское общество, в том числе безнең активный был участник в создании этого общества, и вот уважаемый Юлдыз Нуриевич. Вот алар создали наше татарское общество не просто на пустом месте, дивизинде. Минем сезгә бер минем фикеремне әйтәс килми, бер фикернең государственный деятель прошлого века патша вакытында булган премьер-министр Столыпин дигән шундый кеше булган. Вот Столыпин әйткән, Госдумада әйткән. Нинди сүзләр, вот ул сүзләрне аның исегезгә харакат тотыгыз, исегезгә тотсагыз, ул бик тә яхшы булыр ия. Ул әйтте, народ, который потерял свое самосознание, он является тем, вот тебес компост тебес инде, или навоз тебес инде, на котором произрастают другие народы. Вот аның шиксез тирән мәгънәсе. Вот безнең халык, 1000 еллап бара бит инде ул. 1000 ел анарга безнең халыкка. Аның туган теле, аның дине һәрвакыт бергә барганнар. Аларны айырмаганнар. Нигә без бүген аны айырабыз? Без татарча аңлабыз, урысча битсә аңлый. Давай урысча сөйләшәбез. Шулай сөйләшсәк, без, значит, безнең самосознание югала икән, без халыкны да шулай югалтабыз.
Biz халыкны татар телен югалтсак, безгә татарча китаплар да кирәкми, безнең татарча концертлар да кирәкми, берәр дә кирәкми. Вот шуны агнап, Ахтамзян шуны агнап создал вот эту научную группу, которая объединил вокруг себя ученых и который все силы приложил, чтобы безнең туган телебез, безнең татар халкыбыз югалмасын. Мы участвовали в каждой конференции участвовали. Білесізме, аның эшләре югалмады. Біз создали, реорганизовали это общество. Мы называемся Татарский центр содействия развитию академической науки. Біз не просто так жылдық, вот онкаши, те же ученые. Бізді қазір признала это Академия наук Татарстана. Он тоже бізді покровительстве. Дорогие друзья, прежде всего, я хотел бы от всех вас сказать огромное спасибо Рустаму Валееву, что вот он сделал собрать людей, для которых Ахтамзян близок, знаком. Мы с ним познакомились лет 5-6 тому назад. Нас в МГИМО пригласили генерала армии Махмуда Ахмедовича и меня почему-то. Он говорил про войну, я говорил так. Этот человек величайший российский ученый и великий сын татарского народа. И почему-то мы не умеем говорить о своих людях. Надо учиться у некоторых. Вот сейчас говорил прекрасные слова, прекрасные факты. Нет, давайте об этом писать. Об этом говорить. А то что ж получается? Собрались, да, на сколько здесь? 35-40 человек. Ну хорошо, все это. Но ведь надо, чтобы о таких людях знали. Ведь Мусуд Джалили кто поднял? Константин Симонов. А свои-то били его, там я не буду имена называть, которые... И поднялись, вся эта группа великая, которая восславила представителей татарского народа. И он, как ученый, мы с ним познакомились, он суховатый был, с моей точки зрения. Как не обнимали. И вот последние 1,5-2 года буквально несколько раз перезвонили. Я его очень уважал, но его поведение, он как-то или достоинство, или характер такой был, не знаю. Стал улыбаться при встрече. Значит, что-то где-то прошло. Я хотел бы, чтобы вот те высокие слова, верные слова, которые сейчас говорили факты, писали о них. Молодые люди, которые здесь присутствуют. То есть факты есть, нужно их. Сегодня информация огромная. А вот собрали, спасибо еще, где Рустам Валеев. Еще вот собрали, мы вспомнили о нем. Ямалеев. Свои эти знания, которые ты знаешь, столько говорил хороших слов, носил в себе, а тут я хоть плоховато слышу, но мы узнали. У татар есть 3 выдающихся человека. Это Муса Джалиль, это заместитель мэра Марат Хуснуллин и выдающийся ученый Абдулхан Абдрахманович Ахтамзян. 3 выдающихся деятеля. Я не знаю, это правда. Наверное, правда. Это мне говорил профессор. Скажите, что вы можете, я хочу вас спросить, что вы можете сделать, можете ли вы сделать открыт уголок Ахтамзяна в музее МГИМО? Будете через некоторое время или нет? Вот главное от вас требую это. Хәерле кич, кадерле абзыйлар, хөрмәтле апалар. Мин халыкара мөнәсәбәтләр Мәскәү дәүләт университетының Ахтамҗан исемендәге татар якташлыгының җитәкчесе. Кызганычка, үземнең Абдулхан абыйны күрергә насыйп булмады. Туры килмәде. Ләкин аның эше, беләсезме? Безнең якташлыгыбыз
Безнең университетыбызда иң беренче Рәсәй якташларыннан иң беренче якташлык һәм Абдулхан абый үзенең кулын салды бу эшкә, үзенең кулын салды. Аның эшенә рәхмәт. Без аның эшенә рәхмәтле. Кызганычка татар теле хәзер онытыла. Яшьләр арасында да онытыла. Һәм үзегез беләсез, Абдулхан абый бу хәлне күргән иде. Һәм татар телен онытмаска, татар мәдәниятен онытмаска, татар тарихын онытмаска теләде. Һәм безне татар яшьләрен укытырга да теләде. Шуңа күрә безнең якташлыгыбыз тулады. Хәзер аның улы Илдар Абдулханович Милли институтында Хәзер менә утырып. Хәзер менә утырып торган, хәзер киткән, чөнки аның эшләре күп, вакыты аз. Biz кайвакыт татар тарихы турында лекцияләр бирәбез, кайвакыт вакыйгалар үткәрәбез, мероприятияләрне ясыйбыз, төрле вакыйгаларда катнашабыз. Hürmetli milletvekiller, bugün Profesör Ahtamcan'ın iske alу tantanasına kilgen kişilerge onun hizmetin öğrenip hem onun işin devam etüşü mene yaşlardan da kilo büyük şart. Kilolarına biz şartız. Mene milli uzan formalaştırı turunda, Tatar'ın saklağı turunda tarihin öğrenu boyunca Profesör Ahtamcan İskitki zor hizmet ko'rsatdi, aның turunda bek ko'p təmləb, matol etib aytdılar bizim milletdaşlarımız. Gümən, mənə şuşundu işraşular Rüstem Efendi izgi iş işley, haman sayın jiyip, tatarlarına tugul, gümən Tatarstanda yaşab işlegen kişilerinin, şahıslarının iske alu hem birleştiru için bizni tanıştırу için terbiye çaraları bulup tura her bir kişiye de. Ama bir zor rahmetli biz. Hem indi gümümen bizning bugünkü günde bir köp zor şahıslarımız münaktamızın efendi gitti, başkalar da увековечение alarının dürüst fikir buldu. Yaşlar eli küçük kişiler bulganda Mgimoda onun kafedrası ili ismi ili auditoriya hem başka türlü muzey kabinetler işlev mümkünlüğü var. Onun için zor şahıslarını tabıp bizimkiler Kubalarga aytu kerak fikir. Onların mümkünlüğü var. Tataristan, Başkırstan prezidentlerde bunda buluşa ala. Barızdan rahmet. Ул гомер буена милләтпәрвәр булды. Үзенең кем икәнен онытмады бер кашанда. Он не забывал, кто он и что он. И благодаря ему в 95 или 96 году была открыта в МГИМО целевая подготовка дипломатов. Где-то человек 30, наверное, был целевой набор. А потом уже благодаря Ахтамджану, благодаря ему открылось отделение международного отношения в Казанском университете. Вот в этом году отмечается юбилей Казанского университета, 215 лет. И в рамках, вот как раз вы говорили, что открыть кабинет, да, открылся кабинет Лихачева Василия Николаевича. Да, вот так. И, конечно, есть, если будет такая возможность, МГИМО открыть, а у нас очень много карьерных дипломатов, и сейчас есть живые люди, дипломаты карьерные, которые внесли большую лепту в развитие становления нашей страны. Если открыть мемориальную комнату дипломата Ахтамджана, это было бы, конечно, очень достойно. И еще Ахтамджан Абый занимался, правильно, он архивными документами занимался и очень много сделал он был для Лиликсом, очень много сделал, да, я ее прослушала, вы не сказали, или сказали, была его издана книга, он прошел по пути вот наших узников в Германии, он был там несколько раз, и благодаря ему вот для нас, для истории нашей страны, для нашего народа
открылись очень интересные страницы вот, узников Моавитской тюрьмы. Издана книга, и мы должны знать об этом. Siz ders aytdingiz taqta turunda sütülgen xatir taqtası. O men şulay anladım. Asadullah yurtundan onu düşürdüler. Şulay mı? Men ders anladım. Bilmem. Siz bet aytdingiz koydunuz onu diye. Koyduk. Taqtınız. Sinyali de. Hayır. Buna bugün belki hazır vat yazarga kişiler var, kul koyarga o vakit çok tilemez. İyi jiberirge. Koysunlar oranına. O ders değil. O orun almıyor onda. Takta divarda elini tutsa kübrek verir biz. O silah gına tutuyor onu işlerge oranına koydurtırga kire. Deriz mi? Buna bitene gez. Ana koplaysın. Onu buna yaşlardan hazır yazdırırga tezgine bit. Buna 15 söz oranına koyuyoruz taktanı de. Bunda kişiler kul koyarlar. Bunda tanıklı şahıslar bitene gez. Buna Rinat efendi bitene siz Yıldız abi bitene kul koyarız. O anda gider oranına koymasalar başkaça sileşirge yarar bulur. Buna o bir güne misal değil. Galimlerimiz var, generallarımız var. Biz hemmesi bilen gururlanırga hakkımız var. Onlar niçin ettiğim? Halkın obroyunu kötürerler. Lakin iş şunda ki Tatarlarının yüzünün arasına girip onlarını ağartı içine kirişler bir küp tügül. Şularının birisi Akçamcan'ıydı. O bütün galim olarak da vatandaş olarak da halkının obroyun küçerge tırıştı. 1987 yılda bir konferansiyada tanıştım onun bilen. Şundan sonra biz birge uçraşa başladık. Kişiler ütkereydik. Türlü şahıslarga hem bizim tarihka kagılışlı nesillerini. Birinci gazetini Tatar gazetesini Moskov'da ayakka bastırganda Aktemcan birge bizim bilen işledi. Mine Yemil biraz yolgışa ul da bizim yanımızga yürüydü. Aktemcan ul vakitte bar idi. Onlar andavuk görüşerler idi. Ul prosto unutulgan. Aktemcan bütün bilimin gazete aşağı halkka citkerige tırıştı. Ondan ul gumumen biz bir Tatarlar küp Moskov'da. Lakin biz barımızda dahi barımızda citekçi bölüne biz birge dostlaşıp yaşarga tırışmayız. Onun bütün maksadı gençlerini de ulularını da birge birleştirmeydi niyeti. Hem şul istedi. Kaysı vakit ol başkalarga karşı çıkaydı ol yaktan. Çünkü bilir bilmez üzlerine milli harekette üzlerin yukarı itip itüçüler var idi bizden. Biz eğer sen halk için, cemiyet için işlisin iken sen cemiyette üzünü bir egza itip siz cemiyetini üzüne ting yasama. Aktemcan bir küp makaleler yazdı. Musa Celil turunda ettiğinde onun turunda küpkine makaleler yazdı. Hem ul bilir bilmez yazmadı. Ul arşivlarga galim olarak nigizlep her çıkanaklarga nigizlep yazdı materyallarını. Şuna göre onun makalelerin karasan, kitabın karasan Musa Celil hem Celilçiler turunda ul birkaçan niçin eğitim yalgış yazmadı çünkü çıkanaklarga dayanıp yazdı.
Ondan автономиялар uyuşkanda, ondan aldım Tuğan Til uyuşması uyuşkanda Aktemcan katnaştı. Автономияда katnaştı. Автономиянın her vakit Sovetinin ağzası buldu. Şulay etip ul eğer halk arasında işlemese elbette biz onu bulay da nişik etip abroyun tanır idik. Halk için işlegeni ul anar tağı da zor üstünlük verir. Предлагаю объединиться вам, академикам, фонд помощи науке и студентам, потому что за 26 лет новой России наука тормозит. Вы при помощи объединения с молодыми студентами, вас остатки научных знаний можете создать синергетическое воздействие. То бишь, продвижением науки. Вы, как мой великий Марсовый Гарипов, можете поднять с помощью новых кадров и своих знаний российскую историю на новый уровень. اللهم انزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام يا رب مجلس بإذن قبول دعاlarımız kabul etsin. Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaban nar.